Дорогие друзья, всем горячий привет, всем тем людям, которые хотят заняться каким-либо творчеством, но и не только. Сегодня мы в гостях у очень замечательной женщины. Это и блогер, это и мастер по шитью, по рисованию, это и дизайнер своего рода, но по первому образованию это педагог. Сегодня мы в гостях у Галы Амбросьевой. В общем-то, это уже имя, можно сказать, наш якутский бренд. Здравствуйте, Гала. Здравствуйте. Здравствуйте. Но вы педагог, это физик, лирик вы или вы кто? У меня профиль учителя технологии, черчения и домоводства. Ух ты! Это рисование, то есть. Самая творческая профессия. Поэтому вот истоки ваши. Вы знаете, вот глядя на вас в социальных сетях, как вы делаете сами себе рекламу, как вы, вообще с такой любовью пестуете, скажем так, вот взращиваете свой бренд, да, это вообще, классно, здорово за этим наблюдать, и хочется пожелать вообще всяческих успехов вам. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня Гала нам расскажет, как выполнить интересную такую вещь, раскрасить свою собственную, вещь. Простите за тавтологию, но действительно, вдруг вот, например, на футболке вы посадили пятно какое-то, да, любимая футболка, дорогая футболка, и вам хочется, чтобы она по-прежнему выполняла роль вот выхода, скажем, в люди, да, не просто там домашняя одежда. Вот. И вот это пятно можно, допустим, выполнить закрыть с помощью вот таких вот рисунков. Рисунки по ткани, да? Угу. Вот она, моя первая футболочка в интернете. Нахожу и что-то сама придумываю, дополняю и фантазирую тоже. Гала, вы такая молодец. Посмотрите, вот эти рыбки, да, классно же, да, красиво. Согласитесь, вообще, просто невероятно. И вот здесь вот тоже мне очень понравилось. Вот просто листики. Это уже черновики моих учениц. Это девушки делали, да? Да, я решила проводить мастер-классы, потому что это оказалось очень интересно многим. Да. И они прям попросили меня сделать мастер-класс. И вот мы так посидели. Классно. И они ушли уже с футболками с красивыми. Здорово. То есть это вот черновики такие? Да. Хорошо. Но когда-нибудь, я думаю, в музее в нашем каком-нибудь, да, современного искусства вот будут вот такие вот, да, мастера Галы Амбросьевой. Почему черновики? Потому что вот именно рисовать акриловыми красками, надо осторожно. Если мы посадим уже пятнышко краской, оно уже не сойдет со ткани. Поэтому, конечно, как любая техника, рисование по ткани акриловыми красками имеет свои вот эти особенности. Свою технику, свои особенности, свои секреты. И поэтому мы сначала тренируемся всегда на черновике. И только потом переходим рисовать уже на одежду. Здорово. Вот смотрите, я сегодня тоже, мне Гала предоставила вот такой вот клочок ткани. Я тоже как бы потренируюсь перед тем, как перейти уже, скажем так, к большим вещам. Ну что, начнем, да? Так, начнем. Сегодня мы разрисуем вот такой лонгслив. Все-таки уже разрисовав несколько футболок, я поняла, что на темном фоне золото смотрится лучше. И поэтому я решила показать сегодня монохром на темно-синем лонгсливе. То есть золото будет, да? Да. Не серебро, а золото. В общем, золотая краска на синем. Да. Так, и сразу начинаем, да? Буду показывать в процессе. Так, беседуем. Прежде чем начать рисовать, мы должны найти середину нашего изделия. Если это трикотажная футболка, то со швов идти не советую, не рекомендую, потому что иногда трикотаж, оно вот так перекручивается, перетягивается. Поэтому мы берем плечевые швы. Стороны, да? Именно плечевые швы соединяем. Это самый простой способ найти середину. Вот я нашла. Вместо карандаша я использую именно вот такие обмылки или же специальные мелки для создания выкроек на одежде, потому что они сходят потом очень хорошо. То есть слегка потеры и никаких проблем. Вот, я примерно прикинули размер нашего рисунка, да? И здесь я уже использую линейку. Мы находим... Используете
Линеечку. Мгм. Находим середину Так. и уже, отталкиваясь от этой линии, будем наносить наш рисунок. Мгм. Для того, чтобы сделать круг, полукруг, там, дугу, я использую всякие приспособления, подручные средства. Допустим, беру любую крышку, и мне уже видно, где середина. Вот полукруг, допустим, первый я сделала с помощью этой крышки. Потом я возьму тарелочку, которая поменьше размером, и провожу второй полукруг, там, произвольные линии. Допустим, вот так я нарисовала. И так далее. Вот можно взять поменьше крышку, поменьше тарелочку, любую. Можно взять вазочку. И, допустим, здесь мы сделаем. Тоже полностью круг, да? Допустим, сделали. Ну, если нам не нравится что-то, вот чем хорошо рисовать такими обмылками, да? Мы просто потерли, и Ну, у и нас уже всё исчезло, да. оно все исчезло. Вот. Это про окружности. В общем, космос, я так думаю, да, или что это? Так, потом уже переходят. Ну, мы должны делать наметки. Главные наметки я сначала всегда делаю, а уже мелкие детали можно даже не рисовать, а просто уже сразу красками наносить на изделие. И тут уже у нас идут наши прямые линии, которые мы хотим здесь нарисовать. Можно вот так немножко. Пунктиром, да? Ну, то, что я хочу нарисовать. В детстве, может быть, посещали школу художественную? Рисованием, если честно, я не занималась. У меня реально спрашивают многие, вы художник или нет. Но дело в том, что вот этими красками, если вы хотите начать рисовать по ткани именно, получится у всех. Получится у всех, потому что это на самом деле, даже если кажется со стороны сложным, это если попробовать там немножко, и это несложно. Это совсем несложно на самом деле. И как Вот так, бы друзья. это очень такое медитативное занятие, оно захватывает, входите уже как бы транс. в азарт, и уже, а потом уже открывается Забыв творчество. обо всем на Да, свете. потом уже открывается творчество, и вы уже сами начинаете придумывать узоры. Да, то есть те люди, которые находятся в депрессии, которые там очень нервничают на работе, там что-то там вот такое вот. Вот, наверное, люди, которые в сложной, может быть, ситуации, тоже стоит попробовать, чтобы, ну, отвлечься и отдохнуть как-то, да, от забот. Вот, и в общем, у нас получился уже вот на третьем. Ой, у вас сколько таких Я очень хорошо подготовилась. лонгсливов, да, очень много. И уже окончательно Гала вот определилась с этим рисунком, да? Ага. Так. Вот у меня главные наметки сделаны, и теперь мы уже беремся за краски. И сейчас я буду показывать технику рисования именно по ткани. Для этого нам обязательно будут нужны Салфетки. либо влажные салфетки, или можно и простые сухие А я взять. можно здесь тоже вот Да. на этой штучке Ага, попробую? извините. Как-то что-то нарисовать, да? Да. Так, берем краску. Они у нас... Так, можете взять любой цвет отсюда. Выберите. Я попробую вот телефоном сделать эти, ну, как вы говорите, вот эти вот всякие вот эти штучки. Можно линейку использовать. А, можно линейку использовать, да. Дайте вам маленькую. В общем, монохром у вас получается, вы делаете именно, как сказать, золотом, да, решили? Вы можете использовать серебро. В принципе, тоже очень, Тоже хорошо очень эффектно получается. смотрится на черном, да? На темном фоне. Ну, у меня не черная ткань какая-то. Так, дальше рассказывайте, а я вот буду рисовать. Так, И начинайте, и теперь я буду мы вас уже начинаем за вами как бы двигаться.
непосредственно рисовать. Вот здесь есть несколько нюансов. Так. Сначала мы открываем вот колпачок, и у нас, если краска сама выходит, то мы это убираем салфеткой. Это излишки, Чтобы, как бы, излишки. чтобы не было грязи, да, как бы? Да. Когда мы делаем линию, мы держим тюбик в наклоне. Допустим, вот так. Чем больше наклон, тем удобнее и будет нам рисовать, во-первых, и тем красивее и прямее будет у нас линия. Когда мы рисуем точки, то мы, наоборот, тюбик стараемся держать перпендикулярно к ткани. Вот. Допустим, я сейчас буду делать линию. И чем медленнее мы ведем вот тюбиком с краской, контурами, да, тем у нас аккуратнее будет получаться. Также у меня были вопросы, если я, допустим, прервала линию, можно ли ее продолжить? Можно, конечно. Просто берем и вот так мы продолжаем. Так как краски у нас сохнут не очень быстро, мы всегда у нас есть рабочая рука, кто-то правша, кто-то левша, да? Допустим, я правша. Если я рисую этими красками, я всегда начинаю с верхнего левого угла. Я обязательно все детали там прорисовываю, чтобы, когда у меня тут уже прорисовала, чтобы сюда не возвращаться. Если я вернусь, допустим, тут у меня лежит краска, я вернулась в этот угол, я могу случайно положить руку на изделие и тем самым уже поставить ненужные пятна, запачкать. Поэтому мы всегда идем с верхнего угла, противоположного, да, нашей рабочей руке, и вниз. Чтобы спинку футболки не замарать, потому что краски бывают разные, да? Они бывают иногда жидкие, попадаются. Могут пропитаться. Пропитаться. Да? Поэтому мы обязательно должны что-нибудь подложить. Либо мат, либо, можно даже картонку, пакет подложить. Ну, чтобы все, что есть. Главное, чтобы у нас спинка не заморалась. Вот так вот. Акриловые краски, да? Они специально предназначены для работы по ткани. Они бывают разные. Вот у меня, например, сейчас на столе только по ткани. Есть универсальные, есть по керамике и по стеклу. Кстати, вот этими контурами очень классно рисовать по коже тоже. И роспись по коже, туда подходят любые краски, прям и по ткани, и универсальные, и по стеклу, и керамике. Я когда первый раз разрисовывала первую футболочку, прям сама поразилась той, скажем так, силе работы, да? Ну, это очень медитативная такая работа. Я прям реально отдохнула. Скажите, а ваш вот бренд, да, как вообще родилось у вас, скажем так, вот желание? Вы же наверняка в школе работали, да? Вы же педагог? Я в школе работала очень короткое время. Так, потом я работала в очень многих местах, на самом деле. Я себя очень долго искала. Мне нравится самой учиться. Учиться всегда чему-то новому. Я очень люблю путешествовать, ездить. И где я только не работала. У меня даже, знаете, такой анекдот был. Иду я со своей подружкой, одноклассницей, по своему поселку. Проходят библиотекари. Я с ними здравствуйте, здороваемся. И рассказываю, мои коллеги бывшие. Потом идут учителя. Я здравствуйте, мои коллеги, говорю. Потом идут воспитатели там. Потом идут милиционеры, тоже с ними здороваюсь, мои коллеги. Потом идут пожарники. Я здравствуйте, говорю, мои бывшие коллеги. Ой, я так много народу прошло в тот день, и все разных профессий. И методисты клуба и так далее. И подруга была... Лена такая говорит: ты, наверное, работала везде у нас в поселке. А это реально так и было. Мне кажется, я работала везде. Да, я даже работала на своем поселковом местном телевидении. И мы там делали всякие разные передачи. Вообще классный опыт был.
Ага, вот. Мне очень нравится что-то делать, научиться что-то делать своими руками и доводить это прям до совершенства. Я Перфекционист. перфекционист по складу характера. Не знаю, хорошо это или плохо. Иногда это, конечно, мешает. Думаю, больше, наверное, это хорошо, чем плохо. И вы начали вот создание своего бренда, вы же шьете, изготавливаете очень интересные холодаи. Да. Да. В социальных сетях Гала присутствует, вот кому любопытно, могут найти ее. Холодаи, друзья, это наши национальные платья, которые вот, якутский народ, вот женский, да, наряд холодай называются. Платья очень красивые, интересные. Знаете, вот для другого мира, скажем так, вот у нас это холодай, а вообще, мне кажется, платье в стиле бохо. Да? Да. Вот такое оно разлетаистое. И вот Гала придумала очень интересные холодаи, которые, даже это и не платье, а сколько вот юбка, брюки, да? Вот, разлетаистая такая вот блуза из хлопка. Ну и платья вот эти, они, конечно, из таких тканей шьются. Синтетика, конечно, она присутствует, потому что это немножко дешевле, да, производство. Но всякая уважающая себя дама в Якутии имеет холодай в своем, так сказать, гардеробе. И, как правило, холодай это из таких хороших тканей. Там даже шелк может быть. Обычно это батист, да, ситец. А у вас какие ткани? я вот решила именно использовать вареный хлопок. Во-первых, гладить. Нет, его можно гладить, но он такой имеет все равно эффект мятости немножко. И вот уже гладишь. Он сильно не мнется. Первое. Второе, конечно, хлопок, 100% хлопок. Он дышит очень хорошо. И чем мне понравился вареный хлопок, он не садится. Потому что он уже обработан термически на производстве, и он, оказывается, совсем не садится. Я прям проверяла, тестировала, и он реально не садится. И мне вот эта ткань очень зашла, и вот я решила шить именно из него. Я одно время шила унты, тоже мне очень захотелось постичь. И я прям специально ездила в Салехард, это Ямало-Ненецкий автономный округ. Мне сказали, что там продаются очень хорошие там темные лапки, а у нас котируется именно темный цвет, натуральный, не крашеный. И я прям за этими лапками поехала. Это был авантюризм. Оленьи лапки. Да. А унты это наша обувь зимняя. И прям поехала, и ездила я туда несколько раз. Я там покупала именно сырые лапки. Я там арендовала квартиру, я их высушивала там и отправляла себе почтой. Вот таким образом подготовила. Потом... Слушайте, это такой интересный опыт, это трип. Это, знаете, не каждый бы на такое решился, на такое приключение. Снять квартиру, найти поставщиков, найти, как-то договориться. Но вы вообще просто женщина такая... Авантюристка, да. Я авантюристка, это точно. И я прям закупила очень много лапок. Выделывала я их не химией. Я прям нашла мастера, семью даже одну, которые выделывали по нашим старинным способам, по-ивенкийски. Это для чего-то важно. Если мы выделываем лапки, да, химическим способом, они просто очень быстро рвутся, они теряют свою, свои природные свойства. Мы унты носим для чего? Чтобы нашим ногам было вообще не холодно, в них же тепло очень, да? И именно лапки, выделанные химией, они перестают держать тепло. Первое. И второе, они очень быстро вот так рвутся. Нарушается структура. Да, структура нарушается. Те лапки, которые по старым нашим традиционным методам выделаны, трухой, и они очень хорошо, во-первых,
держат тепло. И, во-вторых, их можно прям 3-4 раза перешивать даже подошву, и они все это выдержат, и они не рассыпятся. И так как я человек, который реально вот... ладно, там качество, да? И тут я прям задумалась об эстетике. Я захотела шить норковые беля. Очень красивые беля из норки, потому что норка это такой, скажем так, нежный такой мех. Шикарный. Ага, он очень нежный, и рисунок, я подумала, что рисунок будет там виден очень красиво. Все, я поехала в Китай, я специально купила черно-белую норку. Заметьте, это для того, чтобы просто шить унты. Так. Ну, вот у меня такой характер, что если что-то взбредет мне в голову, я хочу это сделать любыми путями. Я прям, я даже никогда, оказывается, не думаю, получится у меня или не получится. Я просто думаю, как сделать так, чтобы это у меня получилось так, как я задумала. Вот. Я съездила за шкурками. Это, конечно, реально удовольствие дорогое. И тут я взялась за норку. Я, конечно, очень быстро их распрямила, там, высушила, нарисовала, выкроила даже резаком очень так скрупулезно и начала шить. И когда я начала шить, я поняла, что норка это очень такая вот гибкая шкурка, она непослушная, и шить ее очень сложно, особенно соединять, как его, сложный узор, тонкий сложный узор. И то есть прям... вручную это делать очень тяжело, да? Да, нет. А ведь они же, китайцы, шьют же как-то на каких-то станках. Как-то нет, они не узоры шьют, они шьют прямые линии, все. А узор это уже вот такая полосочка, вот, которая ну, загибается, ее надо соединить. Это особая такая техника. И я, конечно, забросила это дело. То есть вам не зашло абсолютно? Нет, это дело? Я сначала, это целая история на самом деле, я сначала закинула. И потом думаю, так, там лежат 4 шкурки норки, которые стоят очень дорого, за которыми я летала специально в Китай. Это очень много денег. И я должна во что бы то ни стало вот это все докончить, работу довести до этого. Завершить, И я несколько раз прям приступала, пыталась шить этот узор, но вот как бы объяснить это людям, которые как-то далеки от шитья, да? Она очень сложная. Вот. И я, пропив вот неделю успокоительные, прям все закрылась, ни с кем не общалась и начала скрупулезно, шов за швом, прям шить. И у меня потом я сама выработала свою технику шитья узора по норке. Потому что это реально, это, не знаю, есть такое еще, нет вручную. Я пыталась одну мастерицу научить шить, но у нее не получилось. И я поняла, что я, оказывается, не хочу работать на заказ. Потому что все-таки творческий человек – это человек, который… я могу просто перестать хотеть что-то шить, какую-то модель. Она мне не зашла, и я себя прям ни за что не заставлю это докончить. Вот, и поэтому вот… Я решила уйти с заказов, и то же самое на холодайке, когда очень сильно настаивают, да, чтобы я шила на заказ. Просто дело в том, что я не ателье. Есть ателье, прекрасное место, где вам сошьют все по вашим размерам, посадят на вашу фигуру, все ваши хотелки воплотят. А я, оказывается, все-таки человек творческий, и я именно шью то, что… Я хочу. Но вот эти платья ваши холодая, они вот, размерный ряд вы какой-то там от, условно говоря, от 42-го, и на малышей вы шьете, да, очень красивые платьюшки, и до там 60, не знаю какого, до 50, второго, скажем так, да? Я шью, нет, я бы не сказала, что прям есть обязательная такая у меня линейка. Да, я шью 2-3 размера. И опять-таки я бы не сказала, что я прям сам бренд, и у меня пока нет работников. Я пока шью одна. Это у меня только первые шаги, скажем так. Конечно, я очень хочу все это структурировать, очень хорошо масштабировать. Чтобы это все. Да, чтобы у меня были.
Но если такой вот есть спрос, да, у людей, тем более это не какой-то там с маркетплейса, где-то там вот людей прям штампуют, там не знаю, кто там, роботы сидят, да, а именно вот где вложен труд человека, где это все вот прошло через энергетику такую очень хорошую, классную, крутую. А у Галы вот сидя с ней, просто сидишь и заряжаешься энергией. Вот она как батарейка. Это вообще классно, здорово. Вот мне кажется, вот в этом самое классное то, что когда ты покупаешь вещь, и она же все равно индивидуальная, она все равно своего рода уникальная. Ну, похожей вещи нет просто другой в мире во всем. Вот. И вот этим и цена, видимо, да, вот это вот труд человека именно, не робота, а человека. Смотрите, друзья, у меня вышло вот такой вот. Ну, в общем, если бы это была футболка, я бы, наверное, душу вложила, да, но поскольку это вот эскиз, как бы, ну, то есть само я пыталась понять, как можно вот рисовать вот этими акриловыми красками. Если делать потолще вот этот кончик, то, соответственно, и краски, конечно, больше будет. Ну, то есть стоит попробовать, и вы сразу поймете, как работать вот этой краской. Посмотрите, у Галы как здорово все выходит, но поскольку это же мастер, вот, и очень красиво действительно на темно-синем смотрится золото. Прям сочетание такое красивое. Хочу остановиться на таком моменте, да? Так. Вот вы разрисовали всю футболку. Ей обязательно надо дать высохнуть. Так. Желательно 2 суток. После того, как изделие высохло, мы через хлопчатобумажную ткань это проглаживаем. Очень хорошо. И теперь уже можно ее носить и можно стирать. И рисунок останется навсегда, если все это правильно сделать. Понятно. То есть вот такие вот нехитрые советы, и не то, что нехитрые, а именно вот по технологии, как должна краска сохраниться на ткани. И, дорогие друзья, та-дам, у нас получается вот такое изделие на выходе. Друзья, вот такое изделие у нас получается на выходе. Внимательно посмотрите. Это уже Гала и прогладила, да? Уже все, уже вот оно совершенно готово. Можно не бояться его там намочить, там, постирать его, да? В стиральной машинке стирается? Да, стирается. Вот. Красиво. Друзья дорогие, что, пробуем?